Уважаемые гости, уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемые коллеги, мы пригласили вас принять участие в пресс-конференции делегации Курдской демократической партии. Позвольте представить членов этой делегации. Это глава делегации, член Высшего совета Курдской демократической партии, руководитель Департамента внешних связей Хемин Хаврами, руководитель отдела стран Азии в Департаменте внешних связей Курдской демократической партии Абдулсалам Абдулла и представитель Курдской демократической партии в России и СНГ Хушави Бабакар. Гости проанализируют текущую обстановку в регионе и высветят роль иракских курдов в противостоянии экспансии экстремистских исламистских группировок типа «Даиш» и других аналогичных по параметрам, но с иным названием. Захват богатых природными ресурсами районов для террористов не просто расширение площади подконтрольных территорий, но прежде всего обеспечение своего экономического потенциала. Также участники сегодняшней встречи расскажут о целях визита в Москву, результатах встреч и переговоров, которые уже состоялись или еще состоятся. Какова сегодня обстановка в иракском Курдистане? Как представляют курды Ирака будущее страны и свое место в ней? Как отнеслись в иракском Курдистане к объявлению сирийскими курдами о создании федеративного региона на севере Сирии? Как оценивает КДП роль Турции в нынешних событиях на Ближнем Востоке? Что, по мнению Курдской демократической партии, должно быть предпринято на Ближнем Востоке для реальной нейтрализации всех исламистских террористических группировок? Какой в иракском Курдистане видится роль России в нынешней ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом? И как оценивают наши гости результаты их встречи и переговоров в Москве? На эти вопросы и, скорее всего, еще на многие другие ответят наши гости. Итак, я передаю слово главе делегации. Пожалуйста. Good afternoon. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо за то, что РИА Новости предложил нам провести такую пресс-конференцию. Я очень рад, что мы можем осветить здесь очень важные моменты, которые сейчас происходят для иракского Курдистана и вопросы, связанные с Ближним Востоком. Я начну с того, что сейчас происходит в плане переговоров и нашего визита, а потом я буду готов ответить на ваши вопросы. Цель нашего визита в Москву в этот раз участвовать, и мы уже участвовали участвовать в съезде партии «Справедливая Россия». Было предложено нам также участвовать в этом съезде и присылать своих делегатов для присутствия. Мы также встречались с руководителем «Единой России» и говорили о видении ситуации с точки зрения правящей партии здесь и правящей партии в Курдистане. Договорились о продолжении партийных связей и о том, чтобы использовать наши межпартийные отношения для укрепления межгосударственных связей на уровне правительства и для того, чтобы в конечном итоге соблюдением интересов иракского Курдистана установился мир на Ближнем Востоке. Мы говорили об укреплении связи между Демократической партией Курдистана и Единой Россией.
И мы, представители иракского Курдистана и Демократической партии Курдистана, ценим отношения с Россией. Они для нас действительно представляют очень важными эти связи, скажем так, многоуровневые. Во-первых, исторические отношения между Россией и Курдистанской Демократической партией и основателем партии Мустафа Барзани и Масудом Барзани, нынешней главой партии. Для нас мы понимаем, что у нас есть общие ценности и общие взгляды на ряд вопросов. Мы считаем, что очень необходимо укреплять связи между Курдистаном и Россией. Те быстрые изменения, которые сейчас происходят в Ираке, в Сирии, на Ближнем Востоке, требуют хорошей координации для обмена мнениями, для того, чтобы были достигнуты общие понимания по ряду вопросов между Россией и Курдистаном. Россия играет очень важную роль на Ближнем Востоке сейчас, и действительно необходимо очень хорошо координировать усилия между районом Курдистана и Россией для того, чтобы и дальше достигать еще большего и лучшего понимания относительно того, что происходит и в регионе его будущего. Мы считаем, что Курдистан и у России есть два общих вопроса. Во-первых, борьба с терроризмом, а во-вторых, экономическое развитие и инвестиции в области энергетики и другие сферы Курдистана. И еще один момент, который должен отметить, и Россия и Курдистан считают, что стабильность на Ближнем Востоке исключительно важна. Необходимо для этого найти региональные решения региональных проблем. Это исключительно важно, и поэтому все участники должны играть конструктивную роль для поиска решения. Вот три основные сферы, в которых мы нашли точки соприкосновения между Россией и Курдистаном, и необходимо углубить дискуссию по каждому из этих направлений. Я хотел бы от руководства Демократической партии Курдистан и президента Масуда Барзани выразить благодарность за военную поддержку иракского Курдистана в борьбе с исламистским терроризмом. Мы надеемся, что и дальше некоторые поставки военного оборудования будут продолжаться в мае. Есть не только исторические связи, но и понимание, в том числе борьба с терроризмом, и мы надеемся на продолжение такого сотрудничества. Мы благодарим Россию за то, что было уже сделано, и надеемся на большее. Мы надеемся на дальнейшую военную поддержку и помощь, и в том числе для борьбы с терроризмом, который представляет угрозу всем нам. Что касается борьбы с терроризмом, мы горды тем, что война против сейчас произошел перелом в отношении с курдами и также в отношении с ИГИЛ, потому что раньше до вмешательства и до этой активной борьбы считалось, что ИГИЛ непобедим. Но сейчас мы узнали, что ИГИЛ действительно победим, и возможно с ним бороться. Удалось отвоевать более 27 тысяч квадратных километров от ИГИЛ. Это большой удар, существенный удар, который был нанесен данной организации. Поэтому видно, что порядка 1500 пешмергов погибло в борьбе, но мы знаем, что эти люди погибли в борьбе за свои идеи, за свою родину. Да, ИГИЛ
потерял более 24 тысяч террористов за последние 2 года. Как минимум более 2000 террористов были с Кавказа. И вы понимаете, если бы эти террористы не были уничтожены силами пешмергов, то по окончании военных действий они могли вернуться на Кавказ. И вы сами понимаете, какую угрозу бы это представляло для и России в том числе. Необходима не только политическая, но и военная координация, потому что необходимо продолжать борьбу. Мы, борясь с ИГИЛ, незаконной террористической организации, поддерживаем всех тех, кто готов бороться с ними. Мы готовы поддерживать любую силу в мире, любую страну в мире, которая готова бороться с ИГИЛ, но также и мы приветствуем любую поддержку, которая предлагается нам для того, чтобы бороться с ИГИЛ, потому что мы считаем, что первостепенная задача государств и региональных игроков в этом районе – это борьба с терроризмом. Из собственного опыта могу сказать, что ни одна из стран на Ближнем Востоке и в мире не застрахована от угроз со стороны терроризма. Именно поэтому борьба с терроризмом и с ИГИЛ должна рассматриваться как возможность для геополитических, не как возможность выиграть в геополитической борьбе и удовлетворить собственные интересы. Терроризм представляет угрозу для всех нас. Что касается иракского Курдистана, то мы уверены в том, что ИГИЛ, собственно, начало конца ИГИЛ уже началось. Поскольку был возвращен контроль над более чем 27 тысячами квадратных километров, которые были отвоеваны у ИГИЛ, и некоторые вылазки и мелкие военные операции, но массированные операции на этих территориях нету. Это начинается поражение ИГИЛ. И, собственно, уже мы можем говорить о приближении к концу этой организации. После того, как Мосул будет взят и как центральный город ИГИЛ, ИГИЛ потеряет Мосул в качестве своей столицы, и ИГИЛ будет нанесен существенный ущерб. Но Мосул — это не Палмира, не какие-либо другие города. Это многоэтническое поселение, город, где есть много различных этнических и религиозных групп. Поэтому прежде всего необходимо достичь еще и политического урегулирования и договоренности относительно того, что будет происходить после поражения ИГИЛ и после захвата Мосула. И об этом надо договориться заранее. После, есть ли план по освобождению Мосула? Нет, поскольку нет согласованности и соглашения об освобождении. Суннитские силы, пешмергерские силы ведут борьбу. Но мы работаем над тем, чтобы... И мы, курды, были готовы к этому и говорим о том, что силы пешмергов могут быть мобилизованы в течение недели, но ни шииты, ни сунниты пока не готовы к широкомасштабной операции в районе Мосула. Мы против любых внешних вмешательств извне в дела Ирака, без каких-то исключений. Мы не раз призывали руководство Ирака выступить с заявлением
о невмешательстве в дела государства, невмешательстве для того, чтобы любая интервенция была заклеймлена. В иракском Курдистане, я хотел бы отметить еще раз, мы продолжаем борьбу с ИГИЛ, мы будем поддерживать любые усилия в этом направлении, но мы не будем единственной силой, которая войдет в Мосул. Это очень чувствительный регион, и сунниты, и шииты должны, безусловно, участвовать. Мы будем поддерживать любую операцию в этом направлении. Еще один момент, который я хотел бы отметить. Отношения между Курдистаном и Багдадом, политическим процессом, который происходит в Багдаде. Я должен быть откровенен. В Курдистане мы пришли к выводу о том, что фактически есть, можно говорить, о двух стадиях. Первый был с 2003 и до 2003, и второй этап с 2003 до настоящего момента. Мы предполагалось, что мы будем партнерами в иракском государстве. А какова наша доля в... Я из Харабджата, это тот регион, который был подвергнут бомбардировкам химическим оружием. Наша доля выразилась в том, что многие люди в этом регионе были уничтожены, погибли в результате бомбардировок. Большая часть поселений была стерта с лица земли. И это произошло в результате действий со стороны иракских суннитов с 1920 года по 2003. Мы хотим быть с Ираком, но есть гаранты. Это конституция, партнерство, федерализм. Четвертым аспект – сбалансированное представительство и консенсус. Вот необходимые условия. К сожалению, что мы видим? Что касается нового Ирака, начиная с 2003 года, Конституция не исполняется. Я не буду перечислять сейчас всевозможные статьи Конституции, которые нарушаются. Федерализм провалился как идея в Ираке, потому что по-прежнему очень мощный менталитет централизма. Возможность делиться властью и федерализм. Эта идея также провалилась. Должно быть сбалансированное представительство курдов, шиитов и суннитов. 80% 60 мест предназначены для других этнических групп. Курды имеют всего лишь 3% должностей. Это означает, что они фактически не представлены. То же самое касается и армии. Мы должны были иметь примерно 24% представительства в этом размере в вооруженных силах. Сейчас мы имеем лишь 1%. Фактически нас вытесняют из иракской армии. И еще один момент. ИГИЛ – это симптом того, что происходит в Ираке. Ирак был охвачен основными политическими, социальными, экономическими проблемами. Раскол между шиитами и суннитами ухудшается, их разногласия все более усугубляются. И конца и края этому нет. Мы, курды, президент Барзани, решили, что мы не хотим быть частью никакого раскола в Багдаде. Например, недавно, сейчас, когда обсуждался премьер-министр и спикер парламента, их позиция, мы соблюдали нейтралитет. Мы сказали, что это не наша проблема, мы хотим устраниться от этого. Багдад
в Багдаде не только эта проблема. С 2014 года был сокращен бюджет, выделяемый для Курдистана. С 1920 до 2003 года все проблемы, все репрессии, которые были направлены в отношении Курдистана, никогда не сокращался бюджет этого региона. Но сейчас был сокращен бюджет, начиная с февраля 2014 года и на настоящий момент. Фактически можно говорить... Мы видим, что все предыдущие формы связи и установления отношений с Багдадом оказались несостоятельными. Сейчас нужно искать новый способ, новый диалог вести, новую формулу отношений искать с Багдадом. И как это может быть оформлено вплоть до независимого Курдистана. Но мы не хотим, чтобы не было взаимного непонимания. Мы хотим вначале все обсудить и достичь понимания, обсудить новую формулу и достичь согласия и понимания, провести референдум относительно того, чего же хотят люди. Можно говорить о том, что Курдистан может стать элементом стабильности в регионе, элементом стабильности для народа. И это будет играть важную роль не только для курдов Ирака, но и во многих других странах. Смотрите, что происходит в Турции в плане отношений с курдами. Мы должны сказать, что иракский Курдистан является активным игроком в регионе, и мы ищем новую формулу отношений. И еще один момент. С самого начала, с момента военных операций в Сирии, неважно, как это называется, восстание, гражданская война или что бы то ни было, наша политика была последовательная. Мы не поддерживали ни оппозицию, ни режим. Мы говорили, что невозможно решить проблему в Сирии через военные действия. Мы видим, что произошло ни правительство, ни действия правительства не принесли ничего хорошего с 2011 года, ни действия оппозиции. Мы очень надеемся на то, что все борющиеся и противоборствующие силы смогут прийти к какому-то согласию. Поэтому мы поддерживали и Женевские переговоры 1, и 2, и 3. Самое важное, что... и приветствовали, и предоставляли убежище сирийским бежищам, которые оказались на территории Ирака, и значительная часть из них оказалась там, в том числе и на территории Курдистана. Мы говорим о том, мы не хотим просто элементарно переносить, безоглядно переносить то, что происходит в Сирии. Мы поддерживаем федерализм, федеральный подход для того, чтобы решить наш вопрос. Что касается отношений с другими странами, вы понимаете, идет поляризация на Ближнем Востоке. Одни тяготеют к шиитскому полюсу, другие к суннитскому. Одних ведут иранцы, других ведут за собой американцы. Есть и присутствует Россия. Но происходит поляризация. Позиция иракского Курдистана такова. Мы не хотим выступать на стороне какой-то одного полюса против другой страны. У нас есть собственная повестка дня, собственные интересы. Мы хотим сбалансированных отношений со всеми другими полюсами присутствия. Мы не хотим быть против кого бы то ни было, и мы не хотим, чтобы иракский Курдистан использовался как некая стартовая площадка против других участников.
Что касается борьбы с терроризмом и борьбы с ИГИЛ, безусловно, мы готовы участвовать в любой коалиции, которая готова бороться с терроризмом. Для нас это принципиально важная позиция, потому что терроризм представляет угрозу самому существованию Курдистана. Мы надеемся на ту роль, которую играет Россия. Мы надеемся, что Россия будет продолжать поддерживать и помогать нам. Надеемся, что отношения между партиями будут продолжаться и укрепляться, и получим позитивную обратную связь от этих встреч. И мы надеемся на продолжение укрепления отношений. Спасибо. Уважаемый господин Хаврами, если никто из президиума больше не будет ничего говорить, то предоставим слово журналисту. Yes. Пожалуйста. Господин Хаврами, спасибо за очень подробный Так, пожалуйста, обзор ситуации. представляйтесь. Мурас Аджоев. Ну, могу представиться как обозреватель сайта kurdistan.ru. Действительно подробный очень обзор, спасибо большое. И вот у меня какой вопрос, вернее, у меня будут два вопроса. Один короткий, он касается недавнего визита делегации, партийной делегации Патриотического союза Курдистана во главе с господином Бархамом Салих. Вопрос мой касается не самого визита, а согласовывал ли господин Бархам Салих цели и задачи, и в частности предмет переговоров партийной делегации на уровне Министерства иностранных дел Российской Федерации, в частности при встрече с министром господином Лавровым и его заместителем господином Богдановым. Согласовывал ли господин Бархам Салих предмет этих переговоров до начала визита с высшим политическим руководством Курдистана, в частности с президентом Курдистана? Если нет, то не могли бы вы разъяснить нам, если это возможно, в чем тогда цель этой встречи, и задавали ли вы этот вопрос самому Бархаму Салиху и, допустим, по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел Российской Федерации? И основной вопрос это касательно, конечно, Южного Курдистана. Не кажется ли вам, что наступила пора, вернее, по-другому поставлю вопрос. Как вы думаете, по вашему мнению, международное сообщество во главе с Соединенными Штатами Америки и Россией, как долго они будут противопоставлять принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности, по моему мнению, уже абсолютно неприемлемой для ситуации, которую мы наблюдаем в Ираке и в той же Сирии, принципу более востребованному, более нравственному, принципу самоопределения народов. Потому что, как мне кажется, на сегодняшний день нет иного какого-то пути, кроме как посредством самоопределения народов, через самоопределение народов, волеизъявление народов можно решить все эти проблемы, связанные и с уничтожением терроризма, и с установлением мира и безопасности в регионе, и началом мирного сосуществования и добрососедства. Другого пути я не вижу, и я хотел бы узнать и ваше мнение на этот счет. И последнее, понятно, что есть внешние, есть глобальные, есть внутренние какие-то игроки в Южном Курдистане. Касательно вопроса о независимости Южного Курдистана.
Но не пора ли, тем не менее, не оглядываясь как бы на этих игроков, все-таки провести референдум и поставить перед фактом и международное сообщество, и Совет Безопасности, и Генеральную Ассамблею ООН, и сам Багдад перед фактом, да, свершившегося волеизъявления и самоопределения народа Южного Курдистана. Я внимательно слушал ваш обзор, и как бы понятно, что с Багдадом нельзя разговаривать о перспективе. С Багдадом надо говорить о свершившемся факте только таким языком можно, чтобы добиться мирного разрешения каких-то конфликтов между Эрбилем и Багдадом. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Что касается визита моего коллеги, это была делегация от представителей партии, и как представители партии они могли представлять интересы. Что касается это не было официальным визитом, потому что для выражения официальных взглядов это должна была быть делегация от региона, которой предоставлен был бы мандат президентом Барзани. Но несмотря на то, что у нас есть некоторые различия во взглядах между нашими партиями, но в целом мы придерживаемся общих взглядов и относительно референдума. Есть разные партии в Курдистане, но никто не говорит о том, что мы не расходимся по самому важному, по вопросу нашего будущего. Что касается решения проблем в Ираке, я буду откровенен с вами, Ирак фактически сейчас разделенная страна, и это не решает проблем. Фактически в Ираке сейчас три основных компонента. Иракский Курдистан, суннитская часть, которая находится сейчас под контролем фактически ИГИЛ, и третья часть, которая находится под контролем Багдада. То есть Багдад потерял свою контроль над территорией, над экономикой, и фактически само государство находится под угрозой. В соответствии с той статистикой, 33% суннитских детей не имеют доступа к школьному образованию. 280 школ были полностью уничтожены. Даже если будет решена проблема с ИГИЛ, проблемы продолжатся, потому что много что было уничтожено. Необходимо найти формулу, которая поможет нам с помощью переговоров мирного процесса сформировать будущее и для шиитской, и для суннитской, и для области Курдистана. Ирак оказался не способен принять Курдистан как одного из своих партнеров. Мы не хотим подчиняться этому. Нужно старой формуле. Мы хотим найти новую формулу сотрудничества. Продолжение нестабильности в Ираке с 2003 года. Вы слышали что-нибудь о каких-то позитивных изменениях, о стабильности в Ираке? Ирак сыграл хоть какую-то позитивную роль в региональной безопасности, в процветании экономическом региона? Нет. Если мы не можем быть мирно вместе, может быть, мы можем быть мирно существующими соседями и выполнять требования, которые предъявляем друг другу. Необходимо действительно понять реальность данной ситуации и выйти из той коробочки, в которой находится сейчас иракское руководство. Они должны понимать, что такая ситуация не может продолжаться всегда. Необходимо найти новые планы решения ситуации. И фактически это уже происходит. Никто не может собрать и замотать в один клубок Ирак. Нельзя склеить то, что разрушено. Потребуется еще лет 10. Но опять-таки ничего из-за этих десятилетия не произойдет, потому что экономический компонент
Потому что есть более глубокие компоненты. Это экономика и проблема с ИГИЛ и безопасность. Необходимо найти новый способ. Если хотите стабильности или нет. Если да, то мы должны понимать, что внешние силы не помогут с решением вопроса стабильности. Их задача уничтожить терроризм. Почему ИГИЛ сейчас в Ираке и Сирии контролирует 7 миллионов суннитов? Потому что сунниты, у них нет никакой альтернативы. Борьба с ИГИЛ через отряды самообороны, через это... Я не говорю, что все сунниты поддерживают ИГИЛ, но отсутствие альтернативы подталкивает их к этому. Нам нужно дать какую-то другую альтернативу для них. Во-первых, нанести поражение ИГИЛ и дать право на самоопределение, на то, чтобы и на самоуправление в регионах их проживания. Что касается самоопределения, то я считаю, что если не давать право Курдистану на самоопределение, это право, дарованное нам свыше, Богом. И необходимо решить это демократическим образом, мирным образом. И тогда Курдистан может стать активным партнером для международного сообщества, для региональной стабильности, для... Объясните мне логически, почему Курдистан не может воспользоваться этим правом. И еще один важный момент. Когда мы говорим о референдуме для иракского Курдистана, это только для иракского Курдистана. Ничего не общего с Ружавани или Курдистаном в Турции или курдами в Иране. У них есть свой контент, своя политика, свое движение. Мы уважаем это. Мы не собираемся без оглядки и слепо переносить что-то из одного региона в другой. То, что происходит у нас, касается исключительно Курдистана в Ираке. Если я правильно понял ваш вопрос, то да, есть внутренние разные игроки внутри самого Курдистана. И еще раз хотел бы подчеркнуть относительно референдума по вопросам будущего Курдистана у нас нет существенных расхождений. Если даже в каких-то политических взглядах мы расходимся, то в вопросе переговоров с Багдадом, то мы едины. 67 представителей, когда вопрос был поднят о иракском Курдистане и о курдах в парламенте, мы все выступили как один голос, потому что, несмотря на расхождение, мы все, курды, представители разных организаций, придерживаемся одного взгляда на самоопределение, на референдум. Прошу прощения, без микрофона не слышно. Проводите уже референдум. Пора. И вы иначе не сможете заставить международное сообщество цивилизованных наций вообще реагировать на ситуацию в Ираке и в Курдистане. Yes. Yeah, first of... Да, безусловно. Мы проведем референдум. Прежде чем его провести, необходимо провести переговоры с Багдадом о том, что все политические партии и все этнические группы, в том числе туркмены и ассирийцы, будут представлены как представители Курдистана. Будущее государства иракский Курдистан — это не только для курдов, это государство для всех граждан. Это светское, либеральное, демократическое государство для всех граждан, живущих в иракском Курдистане. После того, как делегация будет отправлена в Багдад, мы будем вести переговоры с руководителем государства, с представителями религиозных
сообществ. Мы не хотим модели Северной и Южной Кореи, мы хотим чешскую модель, мы хотим разойтись полюбовно. И после этого не будет границы, мы просто хотим обрести суверенитет, независимость, но мы готовы иметь общую экономику. Если в результате переговоров в Багдаде мы поймем, что необходим референдум, действительно референдум будет проведен. Но вопросы, связанные с характером образования и Конституции, безусловно, это будет проведено, и это касается всех частей. Вот в первый ряд. Представьтесь. Хиноев Давид, Ассирийское патриотическое движение России. Хотел вопрос задать. 13 апреля 2016 года перед парламентом в Эрбиле был проведен митинг. Если вы в курсе этого митинга, прошу, если можно, расскажите, о чем этот митинг был и почему многие люди, которые шли на этот митинг, были закрыты дороги органами полиции и не пускали много прийти в Эрбиль. Спасибо. Thanks. Большое спасибо за ваш вопрос. Я знаю об этом митинге. У нас часто такое происходит. Это мы демократическое государство. У нас в прошлом году было более 260 подобных событий. Мы только сейчас в Курдистане проживает, например, примерно треть христиан, иракских христиан. Мы гордимся тем, что мы многоэтническое и многоконфессиональное образование, несмотря на разные взгляды. У нас есть и сильная оппозиция. Мы гордимся, например, Демократическая партия Курдистана, мы многоэтническая партия. У нас один из наших лидеров, Абил, был ассириец, кстати говоря, погиб в свое время. Пашмедер, это наши военные, есть отдельные отряды для ассирийцев и для христиан. Они они действуют в тех регионах, где живут ассирийцы и где живут христиане. Я хотел бы сказать, что это не было как-то направлено исключительно против ассирийцев. Мы живем в многоэтническом образовании. Спасибо. Азавдали, журналист. Знаете, когда я получила приглашение на сегодняшнюю нашу встречу, я совершенно точно для себя знала, какой вопрос я задам. А потом я подумала, а что я буду спрашивать о том, быть или не быть, когда я уж точно знаю, что быть. Поэтому мой вопрос будет несколько о другом. А именно о тех событиях, которые произошли вот совсем недавно вокруг того конфликта, который произошел в сирийском Курдистане, в городе Камышлы. Как только там произошли эти вот конфликты между курдами и между бойцами то ли правительственных, то ли проправительственных сил, появились сразу жертвы. Люди погибли, много раненых и среди гражданского населения. И тут же прозвучало заявление президента Курдистана, что вся система здравоохранения Курдистана готова к принятию этих раненых. Ну, все мы вздохнули, слава Богу, что есть такая возможность. Что произошло вслед за этим? Мы черпаем свою информацию из интернета и из телевизионных каналов. Лично я видела такое. На этом программпункте
как он называется, я уже не помню, значит, с одной стороны машины скорой помощи, с другой стороны молодые люди, которые, в руках у которых ну, какие-то железные такие приспособления, которые не позволят никому пройти. И значит, на Удаве была такая картинка. Подъезжает скорая помощь с ранеными, и их не выпускают даже. Знаете, вот о чем я хочу сказать. Даже не о тех провокациях, которые происходят. К сожалению, они имеют место во многих ситуациях. Для меня очень важно, осознают ли в Курдистане, что вот эти учащающиеся провокации с другой стороны, это вред для всего нашего народа. И если это понимают, то почему как-то ну, недостаточно внятно звучит разъяснение для тех курдов? К сожалению, вот у многих курдов уши устроены таким образом, что лапша на них падает, и она застывает, и люди верят, что это именно так. А именно так звучит из других ресурсов, что даже те 14 тонн медикаментов, которые Эрбиль послал туда, что это вовсе не Курдистан посылает, а какие-то международные организации. И что Сеймалк этот закрыт, потому что Эрбиль, Курдистан не хочет их принять. Слушайте, ну объясните всем, для этого нужно просто, чтобы очень внятно прозвучал бы голос другой стороны. Вот, спасибо. Yes. Thank you. Пожалуйста. Yes. Yes. Да, согласен, что люди в Курдистане это район, который вы говорили, Семал-Кабела, пропускной пункт, да, действительно, была ситуация, о которой вы рассказали. Мы заклеймили то, что происходило в Сирии. Мы, как я уже сказал, 245 тысяч беженцев из Сирии сейчас находятся в Курдистане. Если бы не наши вооруженные силы, то в Кубани была бы совершенно иная ситуация. И ЕПГ и ПВД внутри Курдистана внутри Ирака борется с ИГИЛ. Что касается YPG, то речь шла о некоторых военных образованиях, которые принадлежат к некоторым клановым образованиям. И сейчас мы слышали, что ситуация в Камышле немножко успокоилась, урегулировалась. Позиция Курдистана такова, что мы не вмешиваемся в вопрос, связанных с курдами в самом Сирии. Мы все сирийские курды согласились по 3 вопросам. Во-первых, у них должна быть единая политическая конференция или такой зонтик, который, под которым они находятся, ведя переговоры в Дамаске или в каких-либо других местах, для того, чтобы все курды в Сирии вели действия сообща. Вот есть что-то, что мешает. Есть что-то, что мешает, в том числе сирийские курды не могут вернуться нередко в Раджава для того, чтобы вести борьбу с ИГИЛ. Борьба, единство – это сильная сторона курдов. Если не будет... Сейчас нет четкого понимания относительно будущего курдов в Сирии. Большинство курдов сейчас уехало из тех регионов, где они проживали. Сейчас фактически в Раджава курды представляют собой меньшинство. И мы очень хорошо понимаем, что это сложная ситуация. Почему Асаиш не пускают? Извините, почему раненых Асаиш ПЭД не пропускает? Это же раненые люди. Я здесь не представляю интереса PYD, поэтому я не могу комментировать то, что происходило, было сделано с их стороны. Была дана команда открыть все пропускные пункты и открыть двери больниц для того, чтобы лечить
оказать помощь раненым. Возможно, PYD считала, что это политический момент, но, собственно, PYD должен отвечать на вопрос, почему гражданские раненые лица не были пропущены на территории иракского Курдистана для лечения. Большое спасибо за очень подробный и откровенный такой рассказ о том, что происходит. Хотелось бы задать такой действительно тоже общий вопрос, касающийся сейчас все 3 части или даже 4 части Курдистана, турецкий, сирийский, иракский Курдистан, Курдистан в Иране, сейчас они настолько развиваются с разными скоростями и в разных направлениях, что это, наверное, порождает большое количество проблем. Скажите, есть ли представление о том, каким образом регулировать, налаживать отношения между различными частями Курдистана так, чтобы позиция каждой стороны, курдов в Сирии, курдов в Турции, в Ираке и в Иране, не мешала общему курдскому делу или, по крайней мере, достижению успехов в каждой из частей Курдистана. Потому что сейчас, мне кажется, что возникают эти проблемы, и враги очень пользуются этими делами, потому что больно различное, так сказать, различное состояние каждой из этих частей. Большой успех в Южном Курдистане, достигнуто очень много, и совершенно другие задачи, которые есть в Турции и в Сирии. И из-за этого возникают, видимо, существенные противоречия, которые ведут к каким-то негативным моментам. Как вы думаете, удастся ли в какое-то обозримое время наладить какие-то действия, которые позволили тому, чтобы не возникало серьезных трений между курдами в этих частях? Спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Извините, пожалуйста, Вадим Макаренко, сайт kurdistan.ru. Спасибо. Yes. Что касается тех 4 частей, которые упомянули, фактически иракский Курдистан единственная часть, которая официально принята. Под нашей ответственностью находится 6 миллионов человек. Мы уважаем международные границы и международные права. Мы находимся в добрососедских отношениях с соседними государствами, Ираком, Турцией и Сирией. У нас есть и внутренняя система безопасности, которая поддерживает установленные сбалансированные отношения со внешними, но мы не делаем это за счет или в ущерб интересам тех, кто находится за нашими пределами, начиная с того момента, когда иракский Курдистан стал полунезависимым регионом, мы говорили о необходимости подобных, мы говорили о том, что в других странах у курдов есть собственные особенности, но мы считаем, с точки зрения иракского Курдистана, что эра военных конфронтаций и военного присутствия закончилась. Через военную конфронтацию ничего нельзя достичь. И другие государства, на чьей территории находятся курды, для них, опять-таки, военное вмешательство и военные действия не решат ситуацию. Поэтому наша помощь курдам в других частях – это продвижение идеи о дипломатическом пути, о пути через диалог. В Турции достаточно плодотворный диалог. Есть с 1984 года велась военная кампания со стороны Турции, потом со стороны ПКК. Чего достигли? Практически никакого решения не было достигнуто. Но как только курды стали участвовать в парламентских выборах, они через политические и дипломатические каналы смогли достичь большего. Мы за это. Мы в иракском Курдистане отказываемся быть участниками каких-либо военных действий, насильственных действий. Мы не диктуем политику для других частей Курдистана, чего им делать и чего не делать. Мы за то, чтобы
Они доказывали иранцам, сирийцам, туркам, что курды не представляют для вас угрозы. Курды – это некий актив, достояние. Если вы признаете их национальные права, не будете отказывать им в их собственных правах, ваши государства станут только сильнее. И если этого не будет сделано, то не будет стабильности и покоя. Мы говорили, обращались ко всем политическим партиям, курдским партиям в Турции, Сирии и Иране, использовать политические каналы и объединять свои усилия для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на руководство своих стран. В рамках глобализации и быстрых изменений в мире ни одна политическая партия не выиграет и не получит какие-то дивиденды, если не будет вести переговоры и объединяться с другими. Необходимо провести, еще раз подчеркну, мы будем проводить референдум только для района Курдистана. В Сирии мы в Сирии поддерживали идею федеративного региона Раджава. Мы вели переговоры из рабочей партии Курдистана в Турции для того, чтобы прекратить насилие, прекратить военные действия, потому что мы хотим мира и для курдов, и для всего региона. Здравствуйте, мое имя Николай Крыстев, я корреспондент Болгарского радио здесь, в Москве. Недавно американский президент господин Обама заступился за сохранение федерального характера Ирака и отправил свой призыв к премьеру Ирака и президента иракского Курдистана. Можете ли вы сказать, как относитесь к этим призывам? Это раз. Другое, как борьба для освобождения Мосула, может ли быть последний опыт, так сказать, какого-то компромисса между вами и центральной властью в Багдаде? И третий вопрос, если есть возможность. Как идет подготовка вообще на референдум в иракском Курдистане? Пожалуйста. Что касается США, и США играет важную роль в Ираке после 2003 года. Безусловно, у них есть собственная политика, у нас хорошие отношения с США. Также мы координируем наши усилия в борьбе против ИГИЛ, потому что необходимо координировать международные усилия. Что касается политики США внутри Ирака, есть действительно некоторые проблемные вопросы. Что касается единой политики в Ираке и нашей политики, мы говорим о том, что если США не будут противоборствовать референдуму, то мы относимся к этому спокойно. Они должны понимать, какова реальность на местах. И нельзя отрицать и закрывать глаза на то, что происходит на местах. Это не поможет ни самому Ираку, также не будет способствовать политике США. Мы приветствуем ту поддержку, которую оказывали США в борьбе с ИГИЛ. Что касается референдума, то я уже говорил о том, что первый план в том, чтобы провести переговоры высокого уровня между представителями иракского Курдистана и представителями кругами, руководством Багдада, показать, изложить наши взгляды, интересы и также объяснить, что необходима новая формула отношений между центральной властью и Курдистаном. Мы посмотрим, каков будет результат этих переговоров. На настоящий момент, даже если мы бы отослали эту делегацию сейчас, то было бы сложно вести переговоры. Парламента сейчас нет. Необходимо
В правительстве также ведутся перестановки. Нам нужно вести переговоры и с парламентом, с президентами и с представителями духовной власти. Пока мы видим, что если никаких существенных результатов не будет достигнуто, то будет проведен референдум еще в 2016 году. Но, может быть, после переговоров в Багдаде и отпадет необходимость в таком референдуме. Didn't hear about Mosul. Что касается операции в Мосуле, мы там были с самого начала. Если посмотреть на карту Мосула, там есть 4 фронта. Северный, восточный, и западный, и южный. Пешмерги контролируют северный, западный и восточный фронты. Что касается восточной части и северной части Мосула, есть места, где мы лишь в 17 километров от Мосула. То есть это действительно очень важная поддержка для всех тех, кто придет с юга. В сентябре мы говорили о том, что необходимо две бригады иракской армии должны быть отправлены в район Махмуда для того, чтобы Геара Бридж перешел в наши руки. Но для иракской армии оказалось невозможным взять под свой контроль даже одну деревню в течение 3 месяцев. Когда иракская армия будет готова возглавить какие-то активные действия, не силы пешмегов, не отряды самообороны, а именно иракская армия. Говорю от себя лично. Я очень надеюсь на то, Мосул действительно очень важен для Курдистана. Как только... Если Мосул останется в руках ИГИЛ, то это будет продолжающаяся угроза для Курдистана. Если ему будет нанесено поражение, тогда ситуация изменится. Я вижу, что до конца 2016 года вряд ли будет предпринята операция в Мосуле со стороны иракской армии. Just a second. Факультет мировой политики МГУ, Кучуй Ливан. Спасибо за ваше выступление. У меня 2 вопроса. Первый касается ситуации в Шангале и о том вообще, что случилось вообще с положением езидов. Каким образом вы планируете интегрировать езидов в курдское государство? Это первый вопрос. И второй вопрос, более сложный. Появление государства Курдистан – это потенциальная угроза для Турции. Они так для себя ее воспринимают, во всяком случае. И это перестановка сил, потому что появляется государство буквально в самом центре Ближнего Востока. Как вы считаете, какие дальнейшие действия Турции могут быть в отношении Курдистана? И в случае объявления независимости Курдистана, как Турция может себя повести? Спасибо. Во-первых, езиды – это истинные курды. Такова наша позиция. Мы их не говорим езиды и курды, мы говорим езидские курды. И они также страдали от всего того, что страдал весь курдский народ, от химических атак и от геноцида, именно потому что они были прежде всего курдами, а уже во вторую очередь езидами. Поэтому независимого Курдистана без езидов не будет, это точно, и наверняка это важный компонент, элемент нашего этнического образования, потому что это уникальная этническая группа. План таков, как я уже сказал, референдум проводит Инсар Джаров, кстати говоря, в регионе езидов и во всех тех регионах, которые мы смогли освободить от ИГИЛ.
Что касается Курдистана, представляет собой угрозу для Турции. С 1991 года мы доказали, что он не угроза ни для Ирана, ни для Сирии, ни для Ирака, ни для Турции. Нет никакого угрозы для стабильности и порядка в регионе. Это актив, это достояние, это тот регион, на который можно будет положиться. И когда мы говорили в 1992 году о федерализме, то поднимался вопрос о безопасности. Когда мы подняли собственный флаг, то сказали, да, это угроза Ираку, Ирану и Сирии. Но мы говорили, нет, это не так. В 2003, 2004, 2005 году мы провозгласили свою конституцию, говорили опять, что это угроза международной безопасности. Но мы еще раз доказывали, что нет. Мы боремся с... Какие еще силы, помимо пешмергов, достигли хоть каких-то позитивных результатов в борьбе с террористами ИГИЛ? Никому, кроме пешмегов, не удалось разделаться с более чем 300 руководителями и лидерами террористических организаций. И именно мы вели... Именно наши войска вели активные военные действия, высадились, провели боевую операцию и благополучно вернулись на свою территорию. Мы не представляем угрозу для Турции. Если Курдистан станет независимым государством, он стабилизирует ситуацию в регионе. Что происходило последние 25 лет? Мы разве принесли дополнительную нестабильность в этот регион? Например, в отношениях с Турцией, когда мы говорим об отношениях с Турцией, прежде всего на первый план выходят географические параметры. У нас нет никакого другого выхода, кроме как выхода через границы Турции. Журнал Economist опубликовал статью о ситуации. Иракский Курдистан стоял на 56-м месте по экономическим показателям после Хорватии. Мы не представляем угрозы для отношений с нашими соседями. Какова будет реакция? Мы очень надеемся, что страны региона поймут, осознают, что это происходит, и никто не может это остановить и остановить этот процесс. Это естественное право народа. Мы используем силы пешмегов для того, не для того, чтобы получить независимость от Ирака. Мы, даже если переговоры в Багдаде затянутся на год, мы готовы на такие переговоры. Курдистан хочет быть позитивным партнером. Просто использовать собственное демократическое право. Почему все поддерживают право самоопределения Южного Судана или обсуждают спокойно выход Британии из Евросоюза? Это право людей. Мы всего лишь хотим использовать собственное право. Почему двойные стандарты? А что, курды меньше люди, чем любой другой народ в мире? Мы не имеем права иметь собственное государство. У нас есть собственные... Есть секс-бико, уже эта эпоха закончена. У нас есть те, кто погибли в эту эпоху. Где
Где те государства, которые некогда существовали в регионе? Нет больше таких государств. Они государства, которые потерпели поражение. Мы хотим быть государством, которое привнесет стабильность в этот нестабильный регион. У меня тоже еще один такой вопрос. Намерены ли вы сделать какую-то международную поездку в цели искать поддержки в будущем после референдума о независимости, скажем, в Москве, скажем, здесь в Москве или в Вашингтоне или в Брюсселе, поддержку искать в каком-то плане после независимости? И как вы это ожидаете? Это раз. И другой маленький такой вопрос. Как нам надо воспринимать хорошие теперь отношения между Саудовской Аравией и курдским региональным властям? Как это воспринимается в контексте региональных процессов? Спасибо. Первый и самый важный столица, в которую будет нанесен визит, это Багдад. Безусловно, будут визиты и в Анкару, в Тегеран, в Мосул, в Вашингтон, Париж, везде, где это будет необходимо, в Москву. Но мы обращаемся к вам, к международному сообществу, особенно к таким значимым государствам и образованием, как Россия, США, Евросоюз. Мы используем признание Курдистана необходимо, но важно также и создание институтов. Мы хотим быть функциональным государством и функционирующим государством на Ближнем Востоке, а не государством, потерпевшим поражение и разваливающимся. Это будет очень важно. Безусловно, будет нанесены официальные визиты во все те столицы, которые вы упомянули. Мы сейчас обращаемся в том числе и к Генсеку ООН, оказать нам поддержку в форме независимых международных обозревателей. Мы просим консульские отделы направить своих обозревателей на наши избирательные пункты для того, чтобы они присутствовали во время референдума. Мы, курды, не сталкиваемся с какими-то фракционными проблемами. Мы не хотим, чтобы не придерживаемся взглядом, что мы будем поддерживать какой-то блок, поддерживающий Саудовскую Аравию против Ирана или против Ирака. Мы хотим стабильности, и референдум будет касаться исключительно судьбы Курдистана в Ираке. Наши отношения с другими будут именно отмеряться именно в отношении этого вопроса. Что касается Саудовской Аравии, то президент Барзани недавно был в Риаде, и ему был оказан прием. Мы знаем, что такой прием был оказан только 2 другим президентам в мире. Минутку, микрофон. Достаточно, да? Ну, чуть последний. I'm CI Master Student in Philology. Я учусь, я студент-филолог. Вы говорили о том, что в Курдистане иракцев находится порядка 6-7 миллионов. И я хотел бы сказать, что я поддерживаю политику президента Барзани. Почему? Мы говорим об иракском... Багдад сделал все, что возможно против Курдистана, сократил бюджет, угнетал и как-то не помогал курдам. Пешмерги воюют в наиболее опасных местах. Когда государство хотело бы помочь Курдистану, оказалось, что когда поднялся вопрос о независимости Курдистана, оказалось, что все сводится к переговорам с Багдадом. Я должен сказать, что мы
мы должны быть реалистами. Все-таки мы являемся одним из регионов Ирака. Мы иракский Курдистан. Да, действительно, мы говорили... у нас действительно есть возникает некая озабоченность относительно того, что происходит в Багдаде, когда наши силы пешмергов были направлены против ИГИЛ. У нас фактически было очень ограниченное число боевых единиц Калашникова. Мы могли бы действовать значительно сильнее и эффективнее, если бы нам оказывалась поддержка и со стороны Багдада, и со стороны России, и других международных союзников. Мы могли бы быть более активным участником международной коалиции, потому что пешмерги сейчас очень опытны в борьбе с ИГИЛ. Да, я хотел бы, конечно, что ситуация с Багдадом была другая. Мы не живем иллюзиями. Мы не можем сказать, мы стали независимыми, потому что мы об этом помечтали. Сейчас федеративное государство, основанное на Конституции, и иракский Курдистан – это лишь федеральный регион. Мы могли бы быть значительно более сильным образованием, именно в такой форме, даже не борясь и не получая независимости. Но что мы видим произошло за последние 12 лет? Именно поэтому мы говорим, что необходима новая формула общения с Багдадом. Почему это происходит? Мы видим, что иракская армия потерпела поражение. Мы обратились к Багдаду для того, чтобы нас защитили. Мы обратились к сообществу. Багдад сказал, что все должно проходить через Багдад, все поставки должны проходить через Багдад. Мы сказали, хорошо, если давайте по-другому сделаем. Пусть представитель Багдада будет в аэропорту Арбил, для того, чтобы все проверки проходили там, и вооружение поступало к пешмеркам быстрее. И, как вы видите, действительно, нам, курдам, приходится решать свою судьбу и думать, какое государство лучше. И позвольте мне от имени всех присутствующих поблагодарить наших гостей за интересную пресс-конференцию. Они у нас не в первый раз, и поэтому мы надеемся, что и не в последний. Спасибо.